Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. В эфире очередная передача в рамках моей авторской программы «Конституции мы». В студии автор и ведущий Кимкимен Александр Николаевич, профессор Северо-Восточного федерального университета, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России. Сегодня мы пригласили в нашу студию заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергея Васильевича Местникова и обозначили тему нашего разговора «Спорт Якутии и реализация конституционных прав граждан на занятии физической культурой и спортом». Ну, конечно же, Сергей Васильевич, во-первых, благодарю вас за то, что вы пришли по нашему приглашению. У нас будет интересная беседа. Ну, прежде чем начать наш разговор, я бы хотел спросить вас, где вы родились, в какой школе учились, потому что мы все родом из детства. Добрый день, уважаемые жители нашей республики. Добрый день, уважаемый Александр Николаевич. Я тоже благодарю за приглашение участвовать на этой передаче «Конституции и мы». Если говорить о том, что где я родился, где учился, то это Усть-Алданский улус, село Кептени. И я в этом улусе родился и закончил школу. В школе я учился в Легойской средней школе. Это Кептени, Легойский наслег, это достаточно большой наслег, и в те времена еще был больше. У нас в школе тогда учились более 300 детей. И, конечно же, как и для любого человека, школа — это самое родное место. Я с теплотой в душе вспоминаю годы учебы в своей родной школе, Легойской средней школе. Ну, если говорить о том, какие виды спорта в нашей школе в целом наследие культивировались, то у нас село было достаточно спортивное, и у нас очень был большой сельский спортивный зал, куда приезжали из многих уголков не только нашего Усть-Алданского улуса, но и из многих уголков республики. Проводились много улусных и республиканских соревнований. Это были баскетбол, это были волейбол. Потом уже в 90-е годы, это когда началась концепция развития национальных видов спорта, тогда уже проводились и турниры по масс-рестлингу. Масс-Михаэля турнир у нас часто проходил, и наши жители села принимали самое активное участие в этих соревнованиях. Мы все дети школьного возраста, наши родители, бабушки, дедушки, все ходили в спортзал смотреть за состязаниями. Это был такой народный праздник, когда в спортзале вокруг площадки сидели наши старшее поколение и смотрели за спортивными соревнованиями. Ну, будем говорить, спорт объединяет, спорт сближает. Сегодня я, когда занимаюсь со студентами, в том числе в Институте физической культуры, преподаю спортивное право. И я говорю о том, что спорт — это не только конкуренция между спортсменами, да, это еще и зрелище. Поэтому, конечно, каждый спортсмен должен понимать и чувствовать свою ответственность перед зрителями, да, которые пришли посмотреть на честную спортивную борьбу. Ну вот, если мы заговорили о высшем учебном заведении, я как профессор кафедры конституционного права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета должен отметить, что мы в этом году будем отмечать знаковый юбилей, 25-летие со дня образования юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. И здесь, конечно, если говорить об истории, мы преклоняемся перед именем Михаила Михайловича Федорова, который является патриархом, основателем высшего юридического образования, я бы даже сказал, больше юридической науки в Республике Саха-Якутия. Именно он в 1982 году собственно, своими усилиями при поддержке Авсентия Егорыча Мординова, это первый ректор нашего Якутского государственного университета, в последующем он был заведующим кафедрой философии, где начал в 1975 году свою работу Михаил Михайлович Федоров. При поддержке Ариана Ильича Кузьмина, тогда ректора, Ивана Григорьевича Спиридонова, декана
историко-филологического факультета. Вот мы должны быть благодарны этим людям, которые тогда на пустом месте, будем так говорить, в составе историко-филологического факультета открыли заочное отделение. Ну, я очень счастлив тем, что я сам являюсь учеником Михаила Михайловича Федорова, и в свое время, вот в мае 1990 года, написал свой дипломный проект на тему политико-правовые аспекты повышения статуса Якутской АСР. Вот, под руководством Михаила Михайловича Федорова. И, конечно же, вот в последующем, когда он в 1994 году пригласил меня заведовать кафедрой, я был тогда не остепененный, без ученого звания, но он меня принудил, и, в принципе, вот при поддержке тогдашнего ректора Василия Васильевича Филиппова я стал заведующим кафедрой, мы начали работать совместно с Московским государственным университетом, значит, Свердловским юридическим институтом. Да. Тогда было сложно и с учебниками, и с профессорско-преподавательским составом, поэтому вот мы старались, чтобы из числа молодых наших выпускников направлять, чтобы они обучались, защищали диссертации. И вот в то же время мы разработали концепцию развития юридического образования в республике на период 1995-2005 годы. И данная концепция была утверждена на заседании Президиума Союза юристов республики, на заседании ученого совета Якутского госуниверситета. И мы очень гордимся, в том числе вами, да, вы наш выпускник. Поэтому мой вопрос заключается в том, что дал вам юридический факультет, какие у вас взаимоотношения с однокурсниками, потому что я знаю, вы создали такой прецедент и уважение к родному факультету, когда мы встречались, когда вы отмечали юбилей своего выпуска, это дорогого стоит. Пожалуйста, расскажите о том периоде студенчества. Да. Ну, после окончания школы я поступил, пройдя очень большую конкуренцию, в историко-юридический факультет, тогда еще был объединенный факультет, на юридическое отделение. Конкуренция была очень-очень большая, на одно место 25 претендентов, выпускников. И благодаря моей родной школе я прошел эту конкуренцию и поступил в родную уже, значит, историко-юридический факультет. И уже потом на третьем курсе был образован новый юридический факультет, разделились на два отделения. И, конечно же, факультет, юридический факультет, Северо-Восточный университет, тогда еще Якутский госуниверситет, мне дали самое главное в жизни – фундамент. Заложили фундамент для дальнейшего роста, развития. И поэтому я очень благодарен университету и факультету, юридическому факультету, который в этом году будет отмечать 25 лет с момента создания. И я горжусь, что я поступил, обучился и закончил именно этот факультет, который дал мне все: жизненные ценности, принципы, дисциплину, знания, желание дальше развиваться. Все основные жизненные принципы, если есть у человека, то они были даны мне благодаря родному факультету. А факультет тогда, несмотря на свой тогда только молодой возраст, только начинал работать, он имел свои очень строгие правила. И преподаватели, и декан Альбина Афанасьевна Степанова требовала очень жесткую дисциплину, потому что говорили, юрист это человек, который является образцом поведения в любом обществе. Вот такого принципа придерживались наши преподаватели, и это пытались прививать своим студентам. Я думаю, что это абсолютно правильно, потому что только при наличии собственной дисциплины можно развиваться и тем более осваивать профессию, такую сложную профессию, как юрист. Юрист — это кто? Юрист — это судья, юрист — это адвокат, юрист — это прокурор, юрист — это следователь, юрист — это значит, представитель судьи, это может быть государственный гражданский служащий и так далее, и так далее. Это все такие специальности, которые требуют на самом деле самой очень большой дисциплины.
И вот этого принципа придерживались, и вот такие принципы мне были заложены во время обучения в этом факультете. Я очень часто, не только в каким-то знаменательным дням, я вообще повседневно жизни вспоминаю про учебу в факультете, вспоминаю про своих преподавателей, которых я очень люблю и уважаю. Это и Альбина Афанасьевна Степанова, это и Федулова Саргалана Николаевна, это и Гугулев Петр Васильевич, и Румянцева Валентина Васильевна, и Александр Николаевич Кимкимен. Я на последнем курсе, когда выбрал уже специализацию для себя, государственную правовую, то ходил к вам на спецкурс «Федерализм». И я писал дипломную работу под вашим научным руководством. Я поэтому тоже очень благодарен вам, Александр Николаевич, который был для меня тоже человеком и образцом. Вот. И, конечно же, Михаил Михайлович Федоров, уважаемого нами всеми человека, который основал юридическое образование в нашей республике. И я горд тем, что я и мои однокурсники, когда мы в первый курс пришли, в 98-м, мы ходили на лекцию Михаила Михайловича Федорова по дисциплине «Теория государства и права». Это основа тоже, да. Фундамент юридического образования, теория государства и права. И мы, очень много студентов, прямо в аудитории сидели и слушали лекцию уважаемого нами человека. 01 аудитория. Да. И потом уже сдавали зачет, практические занятия. И я вспомню очень такой примечательный момент, когда я учился в первом курсе, и мне надо было после первого семестра успеть приехать на Новый год в свою родную школу, и зачет стоял чуть позже. И у меня смелости хватило через своего куратора, тогда еще Гоголева Петра Васильевича, договориться с Михаилом Михайловичем принять меня заблаговременно. И Петр Васильевич договорился с Михаилом Михайловичем, и я уехал к нему в квартиру сдавать. Он согласился принять, он не отказал, сказал: хорошо, если студент торопится, пусть приедет и сдаст зачет. Посещать его квартиру. Да, вот такая любовь к родной школе тянула меня к тому, чтобы сдать заблаговременно зачет и уехать. Быть в родной школе — это тоже ответственность, уже в качестве студента вуза. Ну, Михаил Михайлович, это, конечно, светило, и я помню, насколько тщательно он готовился к каждой лекции, у него были записи, конспекты, вот он действительно очень ответственно относился к своей работе. Ну и не только обучал нас, и воспитывал. Я тоже вот помню в свое время, когда у нас были проблемы с учебниками, я даже к нему тоже домой приходил. Тогда он еще по проспекту Ленина жил, а вы, наверное, ходили это возле областной больницы. Да. Вот. Ну, Михаилу Михайловичу в этом году 105 лет, и мы, конечно же, проводим множество разных мероприятий, и федоровские чтения вот в университете с большим размахом, они уже приобрели такой всероссийский масштаб. Также на его исторической родине, в Черкёхе, в Татинской школе юридический класс, вот благодаря усилиям Петра Васильевича, открылись такой вот ориентации для того, чтобы ребята понимали, что такое профессия юриста. Ну и Петр Васильевич, будучи вашим куратором, последующим стал деканом, тоже многое сделал, и сегодня деканом у нас работает Рум Румыч Ушницкий. Наверное, вам гражданское право, процесс Рум Румыч Ушницкий обязательно, да. Ну, конечно, вот мы гордимся своими выпускниками, вами, Ольгой Валерьевной Балабкиной, Ольгой Валерьевной Романовой, Алексеем Прокопьевичем Дичковским, да, заместителем генерального директора РОСа, Иванов Павел Владимирович, который сегодня возглавляет Госкомюз Республики, Гурьева Сардана Михайловна, уполномоченный по правам человека, Тресков Игорь Борисович, сегодня сенатор Российской Федерации от Московской области, он первым вице-губернатором работал. То есть действительно мы даем те знания, которые действительно позволяют людям расти, как вы сказали, и на основе каких-то вот жизненных ценностей, в том числе, которые дала школа и вуз, все это в комплексе отразилось на вас. Вот если проследить по вашей карьере, вот после окончания вуза, что было?
Это тоже очень интересный период. После окончания я практически даже не успел получить диплом и уже трудоустроился. Трудоустроился в Министерстве имущественных и земельных отношений и проработал там больше 10 лет. У нас, вот опять же, на 5 курсе, когда мы уже заканчивали, была специализация имущественные отношения, и тогда Туяра Васильевна Сутакова тогда была начальником юридического отдела Министерства имущественных отношений, и она пригласила меня, вот, есть вакансия в министерстве, пожалуйста, можешь трудоустроиться. А кто был министром ЛИФУ? Тогда Галина Маратовна Макарова. Макарова Галина Маратовна, да. Очень компетентный человек. Да, очень опытный, компетентный человек. И я, посоветовавшись со своими, с родителями, с близкими, решил трудоустроиться, пока еще диплом на руках не имел. Но это большое доверие. Да, большое очень доверие такое тоже. И так я очень быстро нашел свое место в министерстве и, может быть, даже уже в жизни. Именно благодаря этому моменту я вот в системе госуправления нахожусь до сих пор и делаю все возможное для развития родной республики. Потом вы работали в секретариате зампреда правительства? Да, после Министерства имущественных отношений, тогда после Галины Маратовны министром стал Виктор Петрович Ефимов, очень уважаемый в республике человек, и мной лично. Он меня отправил, можно сказать, прямо отправил, да, не предложил, а отправил. У него такой авторитарный подход был. Отправил работать в секретариат председателя правительства при Галине Никитичне Данчиковой. И получил там уже опыт работы такой администрации, бумаг, курирования министерств и ведомств. И эта школа дала тоже мне очень много в администрации главы правительства. И после чего я вернулся обратно первым заместителем министра имущественных и земельных отношений при министре уже Григорьевой Евгении Васильевне. И мы очень прекрасно с Евгенией Васильевной отработали порядка больше 4 лет в министерстве. Евгения Васильевна тоже очень компетентный руководитель. Я помню, что в свое время бытность руководителем администрации президента принимал ее на работу. У нас госправое управление тогда возглавлял сын Михаила Михайловича, Михаил Михайлович Федоров II. И вот в его команду она была принята. Она была тогда очень продвинутой, прежде всего вот во владении компьютерной техникой и так далее. Тоже многое дала для усовершенствования работы администрации президента. Ну, давайте вот скажем о том, что вот физическая культура и спорт – это основа, да, в том числе для жизненного успеха, наверное, да, поскольку прививает очень важные качества, как целеустремленность, воля к победе и самое главное вот взаимодействие с людьми, коммуникации. Вот для вас что чем является спорт? Абсолютно правильно вы говорите. Спорт для каждого человека он дает такой основу не только физического роста, но и интеллектуального, творческого развития. И для меня спорт начался со школьных времен, когда мы ходили в физкультуру, когда мы занимались лыжами весенний период, и когда мы в неурочное время играли в баскетбол и волейбол. В нашей школе вот эти два вида в наше время культивировались очень сильно, и мы помимо уроков физкультуры, где играли в баскетбол и волейбол, их занимались дополнительно. И более того, наши учителя, тренера отобрали нас, меня из моего класса, там, из моих одноклассников, и сформировали некую группу, с которыми они занимались более системно. По вечерам приглашали, значит, в 7 часов вечера и занимались. Когда они выезжали в другой наслег соревноваться, они брали нас с собой, там 3-4 парней, чтобы мы смотрели и принимали соревновательный дух, чтобы мы лучше играли. И вот это вот дало мне такой фундамент, и после школы, уже в университете, я занимался волейболом в течение 5 лет. Здорово. Я хотел бы отметить, что мы продолжим нашу беседу через некоторое время после рекламной паузы
хочу отметить, что нам помогает Марина Новгородова и Максим Владимиров. Оставайтесь с нами, будет интересно, будет полезно. Еще раз приветствую уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Конституция и мы». И сегодня в студии в гостях зампред правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Мы продолжаем наш разговор вокруг спорта, о значении спорта, о реализации конституционных положений. И каждый человек, конечно, имеет возможность заниматься, и в том числе с помощью физической культуры и спорта достигать определенных жизненных целей. Сергей Васильевич, пожалуйста, вот, конечно, законодательное регулирование сферы физической культуры и спорта – это очень важный аспект. Что бы вы, как юрист, хотели бы отметить в этой части? Я считаю, что на федеральном уровне и на республиканском уровне приняты достаточно хорошие законодательные акты, которые очень такой детально регламентируют все отношения, связанные с развитием физкультуры и спорта. Это и меры государственной поддержки, организационные, финансовые, управленческие меры поддержки. Это и про развитие массового спорта, развитие спорта высших достижений. Кроме того, и законодательные акты дают возможность развития и национальных видов спорта. И в нашей республике тем более этот закон принят и достаточно активно претворяется в жизнь. Ну, очень важно то, что сегодня есть хорошее взаимодействие правительства Республики Саха-Якутия с Министерством спорта Российской Федерации. Сегодня Михаил Владимирович Дегтярев не только министерство возглавляет, но и возглавил Олимпийский комитет России. Ну, недавно у нас произошли большие изменения в составе Международного олимпийского комитета. И вот представитель Зимбабве избрана президентом, новым президентом Международного олимпийского комитета. Я слушал несколько ее интервью. В одном из них она сказала, что мы должны ратовать за то, чтобы соблюдались права спортсменов. И, во-вторых, она сказала, что Россию мы должны вернуть в олимпийскую семью. Это нас, конечно же, радует, и мы бы хотели, чтобы действительно олимпийские принципы, которые были оговорены еще Пьером де Кубертеном в его трактате «Ода спорту», да, когда он говорил о спорте мир, о спорте дружба, о спорте справедливость. Вот расскажите, пожалуйста, вот о наших взаимоотношениях с Министерством спорта, какую поддержку мы получаем, потому что я вас как куратора хочу поздравить тем, что по итогам прошлого года наше Министерство спорта вошло в топ-3 лучших министерств среди 89 субъектов. Вот что позволило добиться вот такой высокого результата? Ну, во-первых, Россия – это спортивная держава, она была, есть и, я думаю, будет спортивной державой. И это благодаря системной работе на уровне Российской Федерации по государственной поддержке развития физкультуры и спорта абсолютно на всей территории нашей страны. И мы гордимся, что являемся частью этого спортивного сообщества нашей страны, которое представляет уже интересы на уровне мира, на уровне континентов и так далее. На уровне Министерства спорта Российской Федерации очень активно исполняются современные меры поддержки. Это и национальные проекты, это и федеральные проекты в области физкультуры и спорта. Сейчас мы в прошлом году завершили национальный проект «Демография», в рамках которого была поддержка спорта, в том числе и строительство объектов, в том числе и оснащение спортивным оборудованием, инвентарем спортивных объектов. Сейчас на текущий год мы исполняем федеральный проект «Бизнес-спринт», в рамках которой выделяются федеральные субсидии на строительство спортивных объектов, на обеспечение инвентарем и другие мероприятия. Кроме того, мы с Минспортом России работаем, в прошлом году очень активно работали по проведению международных спортивных игр Дети Азии.
поскольку это международный турнир, международная площадка. Здесь была очень важна поддержка Минспорта России, и мы эту поддержку ощутили. И мы очень благодарны нашим коллегам за очень конструктивный диалог и работу во время игр Дети Азии, в том числе и финансовое обеспечение со стороны федерального бюджета. В этом, и сейчас продолжаем работу, регулярно встречаемся в Минспорте России, и к нам приезжают представители, с которыми мы обсуждаем развитие спорта в нашей республике в частности. Ну а на уровне Российской Федерации мы, Республика Саха-Якутия, являемся одним из лидирующих субъектов, которые оказывают большое внимание развитию спорта, и самое главное, жители республики занимаются систематически физкультурой и спортом на очень высоком уровне. Об этом отмечает и Минспорт России. И если задача стоит к 30-му году обеспечить долю населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%, то наш регион, республика, сегодня имеет все перспективы достичь этого показателя до 70%. Да, замечательно. Ну вот наш общенациональный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 19 февраля 2013 года говорил о том, что мы должны продвигать национальные виды спорта народов России в олимпийскую программу. Это, конечно же, очень амбициозная задача. Кроме того, глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев дал поручение до 2036 года продвигать масс-рестлинг в олимпийскую программу, и мы в этом направлении движемся. Я хочу вас поблагодарить, что правительство приняло решение, в том числе по созданию Всемирного центра масс-рестлинга. Вот ваша оценка, значит, популяризации национальных видов спорта и какой эффект достигается? Для нас национальные виды спорта – это приоритет всей системе государственной политики в области физкультуры и спорта. И об этом говорят и факты сегодняшней работы. Благодаря государственной поддержке, благодаря именно жителям республики, которые очень хотят, чтобы национальные виды спорта, как традиции и культура народа, не только сохранились, но и передавались от поколения в поколение, мы эту задачу выполняем. Не во многих регионах есть национальные центры по поддержке национальных видов спорта. В нашей республике есть национальный центр МОДУН, который поддерживает развитие физкультуры и спорта национальных видов. И в улусах, во многих школах национальные виды спорта имеют очень большое значение, и этим занимаются реально улусы и спортсмены. И наша задача и дальше расширять масштаб, охват жителей, которые занимаются национальным видом спорта. Хабылык Камыска, масс-рестлинг, хапсагай, другие виды спорта, абсолютно все равнозначны, и они должны иметь возможность развиваться во всех улусах и населенных пунктах. Вторая задача – это уже продвижение национальных видов спорта на российский и международный уровень. То здесь вы уже знаете, что масс-рестлинг, благодаря, в том числе вам, Ассоциация Сахата Спорт, благодаря Международной Федерации, Российской Федерации масс-рестлинга, развивается очень хорошо, большими темпами. И в стране, во всем мире уже более 62 страны уже со всех 5 континентов занимаются на системной основе масс-рестлингом, традиционным видом спорта народа Саха. И сегодня они ежедневно тренируют спортсменов по этому виду спорта. Это уникальный случай, и об этом отмечают и наши коллеги из Российской Федерации, из других регионов Российской Федерации, о том, что Республике Саха-Якутия удалось продвинуть очень далеко свой вид спорта масс-рестлинг. Это первое. Второе – хапсагай. Сейчас мы ставим для себя задачу продвинуть хапсагай на международную арену. И уже большие сдвиги в этом направлении имеются. Как вы знаете, в прошлом году прошел первый чемпионат мира по борьбе хапсагай в городе Бишкеке, Республика Кыргызстан. И мы благодарны братской республике Кыргызстану за то, что они наш национальный вид спорта поддерживают и создали условия для расширения его во всем мире. Сейчас мы ставим задачу, чтобы хапсагай
вошел в программу семейных игр кочевников. Сейчас там масс-рестлинг, и наша задача в следующие игры, которые пройдут в Бишкеке, в Кыргызстане, в 2026 году включить Хапсагай, чтобы этот вид вышел тоже на международный уровень. Но тут, конечно же, есть и мнение другое мнение о том, что почему мы наши виды спорта продвигаем на международный уровень, нам нужно самим заниматься внутри региона, или села, или улуса, то мы считаем, что продвижение наших национальных видов спорта на международный уровень – это вклад в сохранение этого вида спорта и передачу будущим поколениям. И именно благодаря конкуренции на мировом уровне этот вид спорта будет у нашей республики развиваться, и все больше детей и молодежи будут заниматься этим видом спорта. Да, я совершенно с вами согласен, Сергей Васильевич. Более того, благодарю вас за все те усилия, как куратор физической культуры и спорта принимаете много различных мер, да, по тому, чтобы национальные виды спорта продвигались, в том числе, ну и, конечно, вот тот раз, выступая на заседании Совета по физической культуре и спорту при главе республики, который вел Айсен Сергеевич, я, выступая, сказал, что мы на самом деле посредством игр наших предков воспитываем не только физически, но и духовно, да. И, конечно, вот у нас более, уже 11 героев России, да, и многие ребята занимались национальными видами спорта. Тот же Григорьев Андрей, он занимался масс-рестлингом, ваш земляк Андрей Неустроев занимался масс-рестлингом. Да, Алексей Неустроев. Поэтому здесь мы человека сберегающую функцию, наверное, выполняем, да, потому что наши ребята более подготовленные и в суровых боевых условиях проявляют себя. Но давайте мы сейчас поговорим. Вы являетесь председателем организационного комитета по проведению 22-х игр Манчары на территории Татинского улуса, земля, которая дала многих мыслителей, легендарных людей, начиная с Алексея Алексеевича Кулаковского, Платон Алексеевич Аюнский, Авсентий Егорович Мординов, Михаил Михайлович Федоров, все они из Татинского улуса. Вот как председатель оргкомитета, на что бы вы хотели сегодня обратить внимание? Как идет ход подготовки? Ход подготовки идет на достаточно хорошем уровне. И мы практически каждую неделю сравниваем ход исполнения плана подготовки с точки зрения строительства объектов, с точки зрения размещения гостей, организации питания, транспортного обеспечения, культурная программа. Очень-очень много направлений. 19 направлений работы мы для себя посчитали, и по каждому направлению работают комиссии, которые уже отвечают за организацию этих или иных мероприятий. И сегодня мы отмечаем, что ход подготовки достаточно хороший. Во-первых, в селе Ытыккөл Татинского улуса проведена большая работа по созданию соответствующей инфраструктуры, начиная от школы, лицея с интернатом, спортивных комплексов, стадиона, амфокса, объектов благоустройства в селе Ытыккөл, которые завершились в прошлом году, ипподрома и других объектов. И сегодня мы ожидаем, что по итогам игр инфраструктура Татинского улуса, села Ытыккөл, она коренным образом изменится в лучшую сторону. И это, по сути, программа социально-экономического развития целого улуса. И что касается спортивной части, то вы знаете, что сейчас идут отборочные, по итогам которых вручаются путевки. Это как путевка в Олимпиаду и путевка в нашу Якутскую Олимпиаду. И мы видим, что участие очень активное, спортсмены очень прямо в конкурентной борьбе участвуют и выигрывают эти путевки, никак не хуже, чем путевки в Олимпиады. Это говорит об интересе, это говорит о том, что национальные виды спорта у нас живут и развиваются, что этими видами спорта занимается молодежь и взрослые поколения. Это здорово. Это значит, что мы идем по правильному пути. И спартакиада, спортивные игры Манчары, являются одним из эффективных способов поддержки национальных видов спорта. Подчеркиваем, что национальные виды спорта – это не только спорт, это наша культура, это наши традиции, которые нам перешли от наших предков. Да, совершенно справедливо.
Ну вот мы в рамках подготовки к играм Манчары реализуем сейчас проект «Поколение батуров». Ну, смысл этого проекта заключается в том, что мы должны усадить за один стол легендарных героев прошлых игр. Вот, например, по якутским прыжкам Николай Санников, Иван Горохов, да, значит, и нынешнее поколение Кая Адамов, Нюргун Сокольников, когда все сидят за одним столом и говорят о развитии якутских прыжков. Также провели по настольным играм, по традиционной стрельбе из лука, по гиревому спорту, по хапсагаю. Ну, впереди еще у нас конный спорт, якутское многоборье. И хотелось бы отметить, что мы проведем еще отдельно встречу с руководителями спорта прежних лет, для того, чтобы я вас тоже хочу вас пригласить, Сергей Васильевич, уважаю вас, ну, для того, чтобы послушать руководителей прошлых времен, да, и действительно смысл проведения игр Манчары, он очень глубокий. Я даже вот в общении с Андреем Савичем Борисовым говорил, да, вот Аланхо это все наше, да, это шедевр нематериального культурного наследия человечества. Но вот механизм реализации Аланхо вот мы притворяем через игры наших предков, воспитывая наших спортсменов. Но вот Кирсти Ковентри, это новый президент Международного олимпийского комитета, вот еще раз повторяю, хочет политику Международного олимпийского комитета вернуть в нормальное русло. И я вот, вы отметили хорошую работу Всероссийской федерации масс-рестлинга, которую возглавляет Михаил Дмитриевич Гуляев, Международной федерации масс-рестлинга во главе с Александром Константиновичем Акимовым, Всемирный центр масс-рестлинга Иннокентий Юрьевич Григорьев. Ну вот скоро уже будет чемпионат мира среди ветеранов в Грузии, да, в Тбилиси, потом летом в июле месяце будет в Монголии большой чемпионат мира по масс-рестлингу. Вот я хотел бы отметить, что именно в рамках работы Всероссийской Федерации у нас уже более 60 субъектов Российской Федерации. Это же огромное направление работы. Кроме того, вот в Пакистане, в Канаде, в Индии в школьную программу включает масс-рестлинг. Поэтому огромный ресурс у нас наличествует. И я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приняли сегодня участие в нашей программе, рассказали, что действительно Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Саха-Якутия, они активно работают, создают нам условия. И я бы хотел отметить, сегодня прошла презентация замечательной книги про Гаврила Иосифовича Черяева. Завтра мы отмечаем столетие со дня его рождения. Ну и у нас есть, будем говорить, то, что мы уважаем наших руководителей, и Михаила Ефимовича Николаева, Вячеслава Анатольевича Турова, Егора Афанасьевича Борисова, Айсена Сергеевича Николаева за ту работу, которую они проводят. Поэтому хочу обратиться ко всем: дружите со спортом, достигайте жизненных успехов. Большое вам спасибо, Сергей Васильевич, Спасибо вам. за то, что приняли участие в этой передаче. Будьте